Вот когда ты выходишь там, или делаешь какое-то дело, или выходишь к аудитории, работаешь там с людьми и так далее. В любом деле убери свое эго. Слушай, забудь о себе. Мне кажется, вот самое главное, что вот родители могут дать своим детям, это абсолютно чувство безопасности. Вот это как бы вот база. А потом уже вот все. Вот, ну, то, как они себя ведут, мы же как дети перенимаем. Например, то, что мой отец объединял вот всю нашу большую семью. Вот каждую неделю мы ездили, навещали моих теток. Я была очень близка со своими всеми двоюродными. То же самое со стороны моей мамы. Вот это тесное общение, это умение любить и ценить друг друга и поддерживать друг друга, вот тепло. Это то, что вот дала мне семья. И вот это абсолютное, как я сказала, чувство безопасности, когда ты знаешь, что вот родители рядом, и как-то... Они мне, например, дали свободу, я сама выбирала профессию. Мой папа, поскольку он работал в Министерстве культуры, он очень почему-то хотел, чтобы я стала музыкантом. Я, честно говоря, не очень стремилась на эту стезю, ходила в музыкальную школу. С большим удовольствием, допустим, я ходила был такой предмет музыкальная литература, сольфеджио, а играла я так не бог весь как. Вот, и поэтому я сказала, нет, я вот хочу изучать английский язык. Я мало себе представляла, что я с этим знанием буду делать потом. Я как-то не видела себя учителем, честно говоря, просто мне нравился английский язык. И вот мне родители абсолютно полную свободу дали. Я училась сперва в Пятигорске, потом я уехала учиться в Москву. Вот я, конечно, им очень благодарна за то, что они создали для меня такие условия, что вот я могла поехать учиться. Золотая сухумская молодежь тусовалась на пляже. Я даже плавать не умею, поэтому ко мне это никакого отношения не имело. Я не знаю, мы как-то очень скромно жили. Вот у меня были мои друзья. Я очень ценю своих друзей и очень ценю общение с ними. Я училась, читала как-то. Ну вот это вот... То, что называется тусовка, вот это точно как-то не мое. Мы любили, кстати говоря, вот здесь вот прогуливались на веранде Амры, мороженое, это такой ритуал, общались. Я, честно говоря, вот у нас были вечера, допустим, да, дни рождения отмечали. Ну, практически всегда ходила, кстати, в школьной форме на вечера. Вот не было такого, чтобы мы там наряды меняли на один вечер такое платье, на второй день такое платье. Ну, этого не было. На мой выпускной вечер платье мне пошила мамина подруга, тетя Таня Какалия, покойная, к сожалению, не стала в прошлом году. Вот так вот мы жили, очень просто. Первые джинсы мне мама купила, когда я стала студенткой первого курса. И я была несказанно счастлива. Так что, ты знаешь, как бы у нас совершенно... Во-первых, этого не было ничего в продаже. Мы нигде это увидеть не могли. И поэтому как-то, не знаю, у нас аппетиты скромные были, прям скажу. Музыку, конечно, слушали, но она была 100 раз переписанная на вот этих кассетах. Сперва на бобинах, потом вот на вот этих вот обычных таких, более привычных нам кассетах. Я не присутствую, например, в соцсетях, и поэтому как-то сегодня мой круг общения значительно уже, чем у тех, кто общается через соцсети. Но я для себя такой сознательный выбор сделала, у меня свои причины на это. Я ценю тоже свое, вот сейчас уже вот в этом своем возрасте, тоже ценю свое время.
И как-то я люблю говорить с теми людьми, с которыми мне хочется говорить, с которыми я как бы на одной волне. Вот это я действительно ценю, и поэтому, может быть, вот так получается, что у меня не такой большой сейчас круг общения. Но с другой стороны, есть и другой момент. Вот я, может быть, произвожу впечатление человека такого уверенного в себе, но когда я, например, преподавала в университете и шла в аудиторию, я страшно волновалась. Наверное, если вы спросите моих студентов бывших, они удивятся. Но на самом деле я очень волновалась, я как-то вот брала себя в руки и заходила в аудиторию. Сегодня же, мне кажется, большая проблема – это то, что люди перестали читать. Вот мне кажется, вот наше поколение, мы, конечно, на книгах выросли, тогда компьютеров не было. Может быть, если был бы такой соблазн в виде компьютера, может быть, и мы пошли бы совершенно по другим путем, может быть, другими людьми были бы. Но мы выросли на книгах. У каждого в доме была библиотека. Честно говоря, никто не следил особо вот в нашей семье за тем, что я читаю. Я просто брала книги с полки и читала все подряд. Может быть, какие-то книги я еще не вполне могла понять. Потом я к ним возвращалась уже в другие периоды. Но мы сформировались как читатели. А новые поколения, они формируются как пользователи. И в этом есть некая разница. Я не говорю, что кто-то там лучше, кто-то хуже. Нет, но это определяет вот стиль общения, образ мысли, образ жизни. Особенно если люди не очень подготовлены, они могут потеряться в этом море, в этой лавине информации. Ну, в принципе, театр сегодня стал одним из немногих оазисов, как мне кажется. И то, что люди с удовольствием ходят и по нескольку раз, говорит о том, что, в принципе, есть такая вот потребность в обществе приобщиться к искусству. Но не только это. Вот всегда же хочется что-то выйти за какие-то рамки своей обычной жизни, погрузиться во что-то, может быть, более такое космическое, глобальное. Я помню, что вот мои родители, например, в 60-е годы, я была маленькая, но я помню, они ходили, ну, вот в неделю, чтобы один раз не пошли в театр, вот такого не было. Правда, мой отец тогда работал министром культуры, и он там бывал, потому что это, так сказать, это было в его ведомстве, и он очень болел за театр, и очень помогал актерам, там, отправлял их учиться. Но я помню, что ходили все, и как бы жизнь бурлила вокруг театра, очень много происходило. Сегодня, конечно, мы совершенно на другом этапе, и можно самовыражаться, например, в социальных сетях. Но, мне кажется, есть такое ощущение, что есть нечто новое, что мы можем узнать, что можем прочувствовать. Люди хотят каких-то совершенно других эмоций, не связанных с распрями, с раздорами, вот с тем, что отягощает нашу жизнь, делает ее какой-то мелкой, что ли. И вот они стремятся в театр. Выросло целое поколение, которое и другого театра никогда не видело. Они для себя только его открывают. Но все, конечно, зависит от того, насколько талантливо сделано то, зачем мы приходим в театр. Это тоже, конечно, бывает. Но, тем не менее, мне кажется, прекрасно, что у нас появился такой живой организм в городе. И мне кажется, если вот такие, как Ираклий Хинтман, будут работать на очень многих позициях, то вот так постепенно вот наша жизнь как-то будет догонять время, я бы сказала так. Вот как-то я прочитала у кого-то, что не хочется оказаться на обочине цивилизации. Вот действительно не хочется.
было легко работать. Ну, потому что умного человека всегда приятно переводить. Хотя для переводчика не самый легкий был человек, потому что он иногда говорил быстро, очень много хотел сказать, мог не договорить предложение, но поскольку я его очень много переводила, я сама за него договаривала. Он как-то заметил это и сказал: ты, говорит, уже за меня можешь давать интервью. Я многих, кстати, переводила. Очень было интересно и всегда легко переводить Нателлу Акаба, потому что она очень четко, у нее вообще, она хороший оратор, она очень четко формулировала свои мысли. Сократ Рачевич очень четко формулировал свои мысли. Станислав очень интересно всегда говорил, какие-то сюжеты такие у него интересные были. Но кого безумно было сложно переводить, мне как-то пришлось это делать, это Даура Зонтария. И тут я поняла, как мне сложно его переводить, потому что он говорил метафорами все время. Я тогда, конечно, не была таким опытным переводчиком, во-первых, а потом это же художественное слово, это совершенно другое. Меня всегда умиляет, когда люди спрашивают: вы в совершенстве владеете английским языком? Или кого-то про своих детей: ой, он в совершенстве владеет. Но это невозможно. Понимаете? Есть вещи, за которые я просто не берусь, потому что я понимаю, что это должен сделать носитель языка. У меня были, конечно, моменты отчаяния, и боли, и страха, но у меня всегда присутствовала вера в то, что мы победим. Вот я как-то не сомневалась, что мы победим. Я не знала, когда точно это произойдет, но я абсолютно в этом не сомневалась, потому что я тогда верила, что справедливость на нашей стороне, и просто быть не может, чтобы мы не победили. Вот как-то вот с этим жила. Конечно, были тяжелые моменты, когда казалось: боже мой, вот, ну а вдруг? Но все равно это вот отчаяние проходило. Страшно было, когда я списки убитых получала, я работала в пресс-центре, и когда я там находила, ну, любой человек погибший, это страшно, это боль. Но когда еще ты видишь там своих студентов бывших там, или своих родственников, знакомых, просто сухумчан там, или даже вот моих там соседей очандарских, это страшно, конечно, было. Вот во время войны я же много переводила, и, кстати говоря, много ездила с нашими делегациями, с первыми лицами и так далее. Вот тогда я абсолютно забыла вообще, что такое. Я не вспоминала о том, что можно волноваться. Вот мы там в ООН где-нибудь находимся, выступает президент Ардзенба, я его перевожу. Я вообще просто даже забыла, что можно волноваться. Настолько для меня было важно то, что происходит, что мне надо перевести точно, не ошибиться, передать смысл и так далее, что я как-то забыла о своем страхе. Вот когда ты выходишь там, или делаешь какое-то дело, или выходишь к аудитории, работаешь там с людьми и так далее. В любом деле убери свое эго. Слушай, забудь о себе. Вот ты работаешь, делай свое дело, о себе забудь, там какое-то впечатление производишь, нравишься ли ты людям и так далее. Вот. И вот я думаю, что вот этот стресс, это война, травма, это такое вселенское горе, это такой глобальный для нас вопрос выживания, независимости и так далее. Честно говоря, вот это настолько... Я была под грузом вот всего этого, что я просто забыла про свое эго. У меня у самой бывает такое настроение фрустрации, когда кажется, ну вот почему вот как-то такое ощущение, что топчемся.
хотелось бы большего движения вперед. Многие впадают в такое уныние, что начинают говорить, вот сами мы уже вот не можем, вот не получается у нас, все одинаковые, никогда лучше не будет, вот не справимся мы сами. Просто нужно себя взять в руки и понять, что быстро не получится. Я думаю, что вот эта фрустрация, она и от того, что накопилось много проблем. У нас есть люди, которым просто иногда детей, вот, кроме хлеба, нечем накормить. И такое у нас, к сожалению, есть. И понятно вот это вот разочарование. Но все-таки нужно понимать, какой все-таки это вот в историческом плане это небольшой отрезок времени. Продуманно, сберегая свой народ, рационально поразмыслив и подумать, как оптимально выстроить нашу жизнь, мне кажется, это в принципе посильная задача. Просто вот быстро не получится. Ну, наверное, как-то надо это понять. Это не значит, что надо расслабиться и ждать, когда там получится когда-то. У нас, честно говоря, настолько, с моей точки зрения, вот какой-то неприемлемый тон, это даже не дискуссии, вот споры какие-то, разборки. Вот тон разборок, мне кажется, надо убрать и вот просто к разговору нормальному приступить. Вот как сделать так, чтобы вот в этом гуле, вот в этой суете рациональные, умные, хорошие, полезные мысли не потерялись. Вот надо как-то по-другому нам общаться. Мы вот как-то постарались все-таки быть не с какой-то политической силой, а быть людьми, которых больше волнуют не персоналии, а принципы. Ну, постарались быть объективными. И мне кажется, для большинства людей это все-таки было важно. Я имею в виду для большинства избирателей. Я бы хотела, чтобы, например, вот такие же инициативы исходили от молодых ребят. Мы уже устали, понимаешь, вот первые выборы, трудные, самые тяжелые, там, 2004 год, мы тогда сумели охватить всю Абхазию, потом на выборах тоже. Но потом молодежь разбежалась по партиям, по каким-то организациям, движениям и так далее, что меня, честно говоря, удивило, потому что мне кажется, что было бы для них полезнее, для молодых людей, включиться в политику не через поддержку персоналии, а через поддержку принципов, вот таких справедливых правил игры. Мне кажется, они гораздо более сильными и объективными политиками сформировались бы. Потому что персоналии – это не партии. У нас очень слабые партии, движения, вы видите, они, в общем-то, вокруг какой-то одной персоны выстраиваются. Одно дело, когда ты поддерживаешь какие-то ценности и принципы, а другое дело, когда ты поддерживаешь все-таки какую-то личность. Я не говорю, что этой личности нет ценностей там, и принципов, нет. Но все-таки, мне кажется, здесь видна разница. И я бы, например, больше хотела бы, чтобы молодежь вот бы, как бы включалась вот на этом уровне. Это не значит, что они не должны идти в политику, но нужно набираться опыта. И я боюсь, что вот тот опыт, через который они проходят, это не самый полезный. Грабли, я думаю, что, ну, наверное, еще пока будем наступать на грабли. Пока еще наш мир как бы держится, что на всех сторонах есть ветераны, которые скажут свое веское слово. Так что вот этот баланс, я надеюсь, все-таки будет, и мы как бы до крайнего, мы всегда очень часто, к сожалению, за последние десятилетия мы доходили вот прям до краешка, и, слава богу, останавливались. Я очень надеюсь, что это инстинкт самосохранения и здравый такой смысл, он все-таки будет брать вверх. И мы вот эту последнюю черту не переступим. Но нервы потрепать
нашему народу. Наверное, еще вот будут такие желающие. Конечно, очень хочется, чтобы дозировано это было. Вот когда каждый день что-то меняется, это сложно уже в определенном возрасте, так сказать, принимать вот эту новую реальность. Хотя, наверное, как бы философски уже надо принимать все. Но я, например, счастлива, что я вот дожила до того времени, когда при всех проблемах и нюансах, и, так сказать, сложностях, все-таки у нас свое государство. И я, конечно, очень счастлива. И я все время думаю, как мне жалко, вот, что мой папа, например, не дожил до этого времени. Его не стало в 1985 году. И очень многие, вот недавно презентовали книгу Аслана Такшуговича Оторба. Вот, например, он там и многие другие, которые не дожили до этого времени. Мне так больно, но я надеюсь, что там они все видят. Так что... Вот как бы с одной стороны я рада, что это увидела, но с другой стороны хотелось бы больше позитивных перемен, а не каких-то других.